Формирование единого педагогического пространства на территории страны – это основная задача нового образовательного стандарта ФГОС. Федеральные и государственные образовательные стандарты – это совокупность требований, обязательных при реализации начального, среднего и высшего образования. Основная цель новой системы – это духовное и нравственное воспитание и развитие. Есть существенные различия между новыми и старыми стандартами. ФГОС, в отличие от прежних стандартов, предусматривает в первую очередь развитие личности каждого школьника. Сейчас ребенок спокойно может учителю выразить свое мнение, сказать, что он считает правильным, а что нет. Здесь они могут воплотить в жизнь, в учебу все то, что они хотят и считают нужным. Учебники изменены, потому что предусматривают учебники и групповую работу, и парную работу, и индивидуальную работу. Федеральный закон постановил, что каждый стандарт в обязательном порядке должен включать в себя 3 вида требований. Во-первых, требования к структуре образовательных программ. Во-вторых, условия реализации также подвергаются жестким требованиям, в том числе кадровые, финансовые и технические. В-третьих, результат. Вся образовательная программа должна формировать у учащихся определенные, в том числе и профессиональные навыки. Занятие по ФГОС призвано обучить применять все полученные знания и действовать успешно на их основе. Переход на новые стандарты происходил постепенно. Те требования, которые содержались в прежних стандартах, то есть в базисном учебном плане 2004 года, они, в общем-то, не позволяли ребенку, обучающимся, в полной мере реализовать себя в новых условиях. Наши образовательные учреждения, уже практически заканчивают внедрение стандартов, закончили внедрение стандартов начальной школы, заканчивают внедрение стандартов основной школы. Для того, чтобы перейти на новые стандарты, необходимо было, во-первых, переработать всю нормативную базу. Потом, надо было подготовить учителей. Новые стандарты делают акцент на личностном развитии учащихся, выделяя такие главные моменты, как воспитание патриотизма, усвоение ценностей многонациональной страны, формирование мировоззрения. Развитие ФГОС оказалось неизбежным. Как и все новое, этот стандарт вызвал массу споров, однако реформа состоялась. Чтобы понять, успешна она или нет, как минимум необходимо дождаться первого выпуска учеников.